Единый день голосования в поселке Айхал Мирнинского района в сюжете наших коллег в Алмазном крае. Вчера, 14 сентября, и жители Айхала посредством тайного голосования выбирали будущего главу республики. Всего в поселке действовало 5 избирательных участков. На Юбилейнинском жители улиц Бойко и Алмазной получали и второй бюллетень. Им предстояло выбрать депутата в Айхальский поселковый совет по Алмазнинскому округу номер 12. По данным избирательной комиссии муниципального образования поселок Айхал, здесь победу одержал Алексей Чинилов. Его кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия». За него свой голос отдали 274 человека, что составило 54,58% от всех голосующих. Самым активным участком в день голосования стал Алмазнинский. Здесь явилось более 50% избирателей от всех голосующих на данном участке. Так чего же ожидали жители поселка, сделавшие свой выбор? Мы ждем улучшения качества жизни, благосостояния жителей поселка Айхал и всей Якутии. Надо, чтобы глава республики вникал не только в текущие дела, а работал и на перспективу. У нас проблемы с дорогами, с авиацией, со строительством, очень много забот. И я считаю, что наш глава, наш президент должны смотреть вперед и работать. Всегда мы, конечно, ждем самого лучшего. Что наболело, да, скажем так. Конечно, хочется, чтобы дороги были получше, да, чтобы социальные какие-то, да, льготы были более ощутимые, да, для людей. По традиции на избирательных участках работала выездная комиссия. На дому смогли проголосовать инвалиды, пенсионеры и другие. На Алмазнинском участке проголосовать за достойного кандидата смогли жители поселка с пропиской в ином населенном пункте Республики Саха, но только те, кто предварительно написал заявление. Впервые в день выборов при поддержке администрации поселения была организована акция «Голосуй, не проиграешь». В зависимости от общего числа голосующих на избирательных участках ценные подарки вручали самым активным избирателям. Мы посовещались с депутатским корпусом и приняли решение выделить денежные средства на приобретение именно подарков для тех, кто придет голосовать на избирательные участки. 500-й, 700-й, 1000-й, 1300-й, 1500-й, 2000-й. Для них подготовлены подарки в виде бытовой техники от утюга и заканчивая телевизором. Более 4500 жителей Айхала пришли вчера на избирательные участки и исполнили свой гражданский долг. За Егора Борисова в поселке проголосовало более 3000 человек, за Эрнста Березкина более 400 избирателей. Остальные кандидаты набрали еще меньшее число голосов. Оксана Мезенцева, Евгений Шаповалов, Андрей Шаповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».